Вечер добрый, дорогие друзья. Сегодня наша встреча экспертного клуба Якутии проводится в новом формате. Мы собрались в студии, и отдельные участники наши участвуют при помощи видеоконференц-связи. Нас слышно, видно? Какой опыт мы извлекли из этого сложного урока нынешнего года? И второй вопрос: насколько республика готова к новым жестоким засухам и лесным пожарам? Во-первых, мы должны сейчас все проанализировать ситуацию, которая сложилась в этом году. Стихия всегда была, были очень годимые года, но нынче, конечно, было хуже, чем те года, которые, вот, например, за годы моей работы, скажем так. На сентябрь месяц я, например, как со стороны, как я вижу, как общественник, как ветеран, да, дальше очень плохо. Со всех трибун мы слышим, что нужны специалисты лесного хозяйства. Даже вот в решениях президента Российской Федерации уже есть пункт принять меры по совершенствованию системы подготовки кадров для лесного хозяйства, а также по обеспечению организаций, осуществляющих охрану лесов от пожаров, квалифицированными специалистами в достаточном количестве, включая предоставление им мер социальной поддержки, определить необходимые объемы и источники финансирования соответствующих мероприятий. Это поручение главы президента нашей Российской Федерации. Что происходит на деле? Сентябрь месяц. С чем мы сейчас, коллеги, которые не дадут мне соврать, с чем мы сейчас сталкиваемся? Уголовные, административные преследования лесничих и работников авиалесохраны по всей республике. Бесконечные судебные дела. И даже доходит до такого абсурда, что на лесничего Мирнинского лесничества Калинюк Татьяну Павловну, которую всю жизнь проработала в лесном хозяйстве, человек очень преданный, да, предъявляет штраф 25 миллионов рублей. 25 миллионов рублей. Административный штраф за один пожар, да, по закону от 25 до 40 тысяч рублей. Вот представьте себе работников лесного хозяйства, средняя заработная плата по отрасли 33 тысячи рублей. Лесничий, может, больше получает руководитель, до 50 тысяч, да. И он должен за каждый пожар заплатить по 40 тысяч рублей. Вы можете это себе представить? Кто будет у нас работать? Кто следующим летом будет у нас тушить лесные пожары? Вот этот вопрос я хочу всем задать. Сейчас дела возбуждены и на Мирный, и на Сунтар, и на Нюрбу. На Нюрбинское лесничество и работников авиалесохраны идет уголовное преследование. Не на тех, кто поджигает леса, а на тех, кто первыми в рядах пошел на борьбу с лесными пожарами. Уже многие, я председатель нашего общества лесоводов, куда входят все работники лесничеств, авиабазы и ГАУ Якутлесресурс. Многие ребята собираются сейчас положить на стол заявление об уходе. Сегодня надо было, оказывается, пригласить представителей правоохранительных, контролирующих органов. Да, у нас контролирующие органы настолько усилились, что они уже мешают людям работать, получается. Да? То есть нам на будущее, журналистам, чтобы были не только ученые и те, кто непосредственно тушит, но и те, кто их контролирует, потому что вопросов получается очень много. Сколько всего поджигателей поймали, вообще поймали же, да, и сколько всего поджигателей, и каков портрет этого поджигателя? Обращайтесь лесникам, да, а обязанность по дознанию, по выявлению виновных лежит за МЧС, органом государственного пожарного надзора. Это тоже надо все точки расставлять, скажем, по полочкам. Сравните, почему у нас нет черных лесорубов, и их никогда не было. Наш лес 5-го бонитета, низкорослый, с нашего леса тяжело взять даже 6-метровый брус. Сейчас же леса Росфонд, да, делится как на охраняемые. Да? Чтобы вы понимали, вот у нас подразделение, скажем, 6 парашютистов пожарных. Возьмем какое-нибудь отделение, АМГУ, к примеру, Амгинское подразделение, или там Татинское. 6 парашютистов, 6 десантников. Вот самолет взлетает, 6 человек высадили. А требуется на этот пожар, может быть, 12, 15. Значит, мы вынуждены статно направить самолет, с Усьмани направить самолет. То есть, по большому счету, сил не хватает обслужить даже один пожар силами авиационной службы. Что касается добровольцев, добровольцы не пойдут за 200 километров. Они не пойдут. А если мы за 200 километров пожар не потушили, то через месяц этот пожар
придет сам к населенному пункту. Что и происходило в этом году, понимаете? Задача стоит в том, что если не будет должного внимания уделено охране лесов от пожара, не формальная охрана, а нормальная охрана, то ничего у нас не получится. И силами субъекта, мне кажется, мы не справимся, потому что у нас на сегодня 250 миллионов, больше 250 миллионов – это государственный лесной фонд. И понимаете, что когда произошла вот эта оптимизация, все лукавили, вот здесь охраняемо, сначала были там первого, второго уровня, что-то охраняется, что-то не охраняется, вот мы оставили кусок охраняемой территории. Мы на сегодня снизились к уровню довоенных лет охраняем. Сейчас у нас охраняемо стало где-то порядка 30 миллионов. В этом году нам увеличили на 10 миллионов охраняемую территорию. Ни численности мы, по большому счету, не получили, средств тоже не получили. И что мы имеем? Те пожары, которые оказались в охраняемой территории, вот возьмите сейчас горный район. Там масса пожаров, которые разрастались. Это была прошлогодняя зона контроля. Сунтары, вообще целиком район был в зоне контроля. Мы имеем на сегодня там 100 пожаров, 102 или 103 пожара в государственном районе. То есть мы плюсом получили 100 пожаров. В прошлом году мы имели право их не тушить вообще. В этом году мы обязаны были тушить. Вот и представьте себе объемы, какие свалились в целом на республику с этой численностью. А в самый трудный момент мы как будто одни были, мы это республика, да, в самое сложное время. И... Есть критерии определенные. Просто так позвать нельзя, что, ребята, придите, помогите. Должны быть критерии. Критерии – это объявление чрезвычайной ситуации. Тогда наступает критерий. Вот если мы сейчас вернемся в советское время, когда вот я пришел на работу, это был 86-й год, у нас была лесохрана федеральная. Понимаете, тогда было достаточно одного телефонного звонка. Позвоните, сказать, у нас проблема. Сейчас, вот, чтобы пригласить подразделение с другого субъекта, наш глава пишет письмо губернатору того субъекта с просьбой оказать помощь. То есть нам нужно там 50 человек. Они еще думают, давать или не давать, потому что завтра у них могут быть проблемы. День подумали, два подумали, решили. Потом нужно их еще привести. Подразделения у всех не такие огромные, как кому-то кажется. Вот у нас работало 800 человек. И я могу сказать больше, что мы бы и рады больше были пригласить, а их просто не было. На территории России их просто не было. Они все остальные были задействованы. Мало того, что мы за счет тех копеек, которые мы получаем, мы им оплачиваем за те услуги, которые они у нас оказывают, понимаете, да? Вот такого не было в то время. Да. То есть они прилетали, а мы с ними никаких взаиморасчетов не производили. Они прилетели, улетели. Да, единая система, они прилетели, отработали там, табель какой-то учета рабочего времени, подписали, что они сегодня работали, они улетели. В каждой деревне был лесник, обязательный человек-лесник. Сейчас такой должности по всей России нет должности лесник. Лесник всегда знал свою территорию. И когда пожар какой-нибудь вблизи случался, он мог, опять же, собрать людей, выйти, и лесничество тогда участковые, сейчас называются участковые лесничества, они были мощные. Вот я, например, приехала работать, Ботомское лесничество, где вот парк Клинский стал был. У меня подчинение было 17 человек. Сейчас в этом Ботомском лесничестве, наверное, 1 человек работает. Вот и вся разница. Любой маленький пожар, мы тут же сели на свою машину, плуг с собой, поехали, где-то 1-2 гектар потушили. Вы понимаете, да, тушить надо на малой площади, на маленькой площади, своевременно. Очень мягко вы говорите. На тушение пожаров в Якутии выделяется 6 рублей, а в Подмосковье 199 рублей. Это при том на гектар. Это при том, что в Подмосковье везде дороги есть, а у нас, извините, транспортная доступность очень плохая. И проблема на самом деле в том, что в 2006 году был принят лесной кодекс, согласно которому лес стал объектом экономической деятельности. Но я думаю, что пора концепцию нашу поменять и как бы в законе написать, что лес Российской Федерации – это зона жизнедеятельности человека. То есть сперва нужно не экономические какие-то эти параметры высчитывать, а то, что, как это влияет на людей. Поэтому я думаю, что мы должны
смотреть в основу, это нужно менять российское законодательство, потому что тот дебилизм, что соседние регионы должны друг у друга парашютистов спрашивать, я думаю, пора это прекращать, и президент Российской Федерации это четко сказал. Так что та ситуация, которая сейчас образовалась, она совершенно недопустима, ее надо останавливать. Скажите, пожалуйста, почему вот так случилось, что у вас создан был отдельный оперативный штаб? Вот такое впечатление, что вы лично не справились? Или как? И необходимо было усиление не только вот решениями КЧС района, чтобы взаимодействие было отлажено именно со всеми республиканскими и федеральными структурами. Но в части того, что справился, не справился, я считаю, что работа до создания республиканского штаба, она не была хуже, которую мы организовывали на месте. Я говорю, до штаба была лучше, а потом стало хуже. Я, например, очень против. Это очень негативная практика. Чем больше командиров, тем больше беспорядка. Это уже всем известно. Никита Викторович, можно еще такой вопрос? Скажите, вот жители села Бескёль, да, почему они в последний момент вышли из дома, буквально вот сами спаслись, не было у них на руках даже паспортов, документов? Почему это случилось? У русских есть поговорка: знал бы, где упасть, соломинку бы подложил. Задним умом-то все умные, получается. На тот момент, когда на 6 число сам очаг возгорания, он был значительно далеко от населенного пункта. Первый язык пламени, который подошел 6 числа, его смогли отбить, и он прошелся по южной стороне населенного пункта. И ситуация более-менее, можно сказать, была нормализована, потому что сил и средств, на наш взгляд, было достаточно. Вот. Тем не менее, вот порывистый сильный ветер, он сделал свое дело. И здесь я хотел бы отметить самоотверженную, мужественную работу всех лесопожарных формирований, которые работали на тот момент в селе Бескёль. И, конечно же, мобилизованных граждан, жителей села Бескёль. Это нельзя вот передать просто словами, то, что это можно было, это нельзя. Но все меры, которые необходимы, мы приняли, и, слава богу, обошлось без жертв. Юрий Иннокентьевич, что касается подготовки к следующим пожарам, вот вам, как главе УЛУСа, что вот нужно в первую очередь? По-любому, вот сегодня сказано, надо увеличить число профессионалов. Мы сегодня вот говорим про добровольцев, но все забываем про мобилизованных. Мобилизованные те же добровольцы. Каждое поселение составляет план тушения пожаров, потом все это сводится на уровень района, предоставляется на уровень республики. И в этих сводных планах указывается количество людей, которые будут принимать участие в тушении пожаров. Это все гражданские люди, не профессионалы, и мы их называем мобилизованными, но они являются теми же добровольцами. Поэтому для подготовки к пожароопасному сезону будущего года крайне необходимо увеличить число профессионалов, работников лесхоза, лесресурс и авиалесохраны. Я думаю, так. И надо обеспечить наше поселение болотоходами или тяжелой техникой, бульдозерами и так далее. Сейчас по действующему законодательству ширина минерализованной полосы должна быть 10 метров. Как показала практика, огонь 10 метров, 10 метров даже не останавливается, переходит только так. Разработали минерализованные полосы шириной 50 и более метров, но я думаю, этого тоже мало.
Надо вот к каждому населенному пункту подходить индивидуально, рассчитывая ширину минерализованных полос и предоставить бюджет финансирования на эти работы. Чего не хватает районам? Не хватает защищенности от надзорных органов, можно сказать. Потому что, по идее, это же не наши полномочия, а мы обязаны вот этих людей находить и направлять на пожар. А никто этим не хочет заниматься, потому что эта работа своевременно, во-первых, не оплачивается, а во-вторых, ставка очень маленькая. Адекватная заработная плата была бы представлена, анонсирована хотя бы, тогда бы у нас этих проблем не было. А в части добровольцев я вот хотел бы поддержать Юрия Иннокентьевича. Добровольцы в этом году, они были, и спасибо им за то, что они были. Но это были вот городские, условно говоря. Из города Якутска в основном приехали наконец-то и поддержали вот это движение. А до этого местные сельские ребята, они каждый год этим и занимаются. Поэтому здесь вопрос он такой. Если мы хотим в следующем году быть готовым, надо в текущем году, буквально в текущем месяце, всю заработную плату оплатить, довести до каждого человека, который участвовал в тушении пожара. Тогда в следующем году мы будем готовы. Всеми, кто тушит пожар, добровольцами, МТСниками, военными и так далее, должен руководить один человек в любом случае. Только тогда будет эффективное тушение пожара, эффективная работа. Не распределять на авиазону, на наземную зону, вот тогда вот это будет нормально. А потом, получается, возникает пожар, уточняем, это чья зона, и потом начинаем звонить или Хону, или Леонову. Кто будет тушить? Вот этого не должно быть, по идее. Вот в этой части я Юрия Иннокентьевича поддерживаю. И в части изменения в лесном кодексе. Очень сложно делать минерализованную полосу. Почему нельзя в целях безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций делать это безвозмездно? А сейчас мы должны платить деньги лесному хозяйству для того, чтобы, как говорится, вот эти деревья рубить для обеспечения безопасности населенных пунктов. И получается, муниципалитет вообще исключен из лесного кодекса. А когда нужно тушить пожары, вот главы, будьте добры, обеспечивайте тушение. Это немножко неправильный подход, я считаю. Никаких... Нет, мы вот говорим о сухостое, который вот стоит, да, сейчас, и вот ученые... В части сухостоя я добавлю, что, здесь необходимо добавить государственное финансирование за счет субвенций. Мы ежегодно проводим санитарные рубки, но это лидер в сравнении с тем, что необходимо делать в республике. Да? Вот те пожары, которые у нас прошли, вот миллионы гектаров, да, сейчас надо заактировать, по идее, да, что реально, что произошло. Еще должно быть лесопатологическое обследование, скажи. Обследование, потом должен быть акт. Заключение органов Рослесзащиты. И потом уже какой-то в акте должно быть прописано, что мы там должны сделать. Или санитарную рубку сплошную, или выборочную, или что там сделать. Ну, мы это успеем до следующего лета сделать, потому чтобы у нас... Нет, конечно, никто не сделает. Но сейчас на уровне правительства запланирована экспедиция, горный район, ближайшие населенные пункты, чтобы ученые должны определить влияние этого пожара на животный мир, на растительные ресурсы и ученые же не дадут тебе заключение на санитарную рубку. У нас есть такое, называется Центр защиты леса. Угу. Вот я помню, сколько я работаю, всю жизнь мы добивались, чтобы у нас был Центр защиты леса
он занимается лесопатологическим мониторингом, борьбой, чтобы он был в Якутии. Сколько писем было со времен, я помню, и Штырова, и Николаева написано: откройте в Якутии Центр защиты леса, потому что у нас 1/5 часть лесов России. В итоге что у нас сейчас? Есть один отдел лесопатологического мониторинга, который подчиняется Центру защиты Бурятии. Ну вот смотрите, где Бурятия и где Якутия, да? И вот этот малочисленный отряд лесопатологов, а их всего там, ну, наверное, не знаю, Сергей, человек 10, наверное, да, они сейчас должны провести лесопатологическое обследование, мониторинг. Если они не дадут вот этому лесничему, вот Джолустан Ивановичу заключение о степени, ну, низовые пожары же не все древостои, о степени вот этого погибших древостоев, да, сколько там, значит, выборочная рубка нужна или санитарная рубка должна. Попробуйте туда залезть, ага. На следующий год еще половину лесников пересадят. Я вот хочу обратиться ко всем вот в студии сидящим, да, главам, добровольческому штабу. Вот добровольческий штаб, ребята, вы такие молодцы, вы нынче на своей шкуре испытали какой-то тяжелый труд, да. Вы, вот сегодня мне очень было приятно слышать слова, которые говорили, что мы работали под руководством профессионалов, они нас обучили, там, мы за лето очень большой прогресс сделали, да. Я вот хочу обратиться, да, вот сейчас самое главное – люди, ага. Если вы сейчас всем миром мы не станем в защиту престижа работников лесного хозяйства, профессионалов дела, да, мы на следующее лето опять будем вот такой же еще худшей ситуации. Никакие там увеличения численности, ничего не поможет, да. Ага. Если мы вот бок о бок работаем, да, пожарный надзор кому подчиняется? МЧСу. Кто выписывает протокола об административном правонарушении на глав, на всех, тот же МЧС. Вот вместе работаем бок о бок, да, а потом следом за нами строчат штрафы по 25, по 40 тысяч. А по мирному я вам довела 25 миллионов. Да, поэтому я хочу обратиться, пожалуйста. Вот сейчас эти все дела дойдут до верховных судей, да. Там проиграем, мы будем судиться дальше. Там до первой инстанции и так далее, да. Мы своих людей будем отстаивать. Ага. А я прошу всю общественность, станьте, пожалуйста, на защиту. Скоро День работника леса. 3 воскресенье сентября, 19 числа, профессиональный день работников леса. Пожалуйста, пусть простые рабочие, пусть простые парашютисты, пусть простые работники ГАУ, пусть лесничие, пусть они хоть немножко почувствуют. Они все лето были, с середины мая они работали на пожаре. Москва, федеральный центр, да, наш, уже вот неоднократно разбирал этот вопрос, и уже мы ощущаем некую вот поддержку, именно как Республика Саха-Якутия, да. Будем надеяться, что это внимание не останется без следа. Сейчас, конечно, сложно сказать, когда точно ответ будет. И я, конечно, позицию глав понимаю, но по лесному законодательству надо работать. Здесь надо вот с учетом нашей региональной особенности именно применять. Те же сельхозпалы, они все их надо вот именно с четкой точки зрения контролируемого сельхозпала, мы считаем, он необходим. На вопрос, что будет дальше, конечно, само собой, конечно, вот вопрос увеличения численности, там, приобретения специальной техники там, для тушения лесных пожаров применять. Вот начиная с первых чисел уже здесь побывали все руководители вот на федеральных судах. То есть тема лесных пожаров, дорогие друзья, вы, наверное, согласитесь, она поднимает целый пласт других вопросов и проблем, как то, например, подготовка кадров, вопросы лесовосстановления, да, создание лесопитомников, да, это целый, да, комплексный подход. И мы, журналисты, тоже, вот, думается, не последнюю роль сыграли в освещении публикаций и государственных СМИ, и негосударственных. Так что еще раз огромное спасибо. Давайте встречаться, дорогие друзья, на этой доброй волне. Отключаемся. Всего доброго всем.